Нам нужно в час дня быть в гостинице у нас. Этот самый Маркштадт. Который находится слева от нас, который стал людей, которые рассказывали, что по коридору бегали гуси, инуки и другая домашняя галерея, ну, скажем, 60-е годы молодые, бегали купаться на реку. То есть, может, у нас уцелеет, потому что как строится Челябинск и что остается в итоге исторического, это отдельный трагический вопрос. Вот. Но после того, как я, допустим, смотрю сюжет Варламова «Петропавловской крепости», где кирпич покрывает штукатуркой, и на штукатурке прочерчивают кирпичики и закрывают старый кирпич, я понимаю, что то, что мы сделали в прошлом году, мы почистили это исторически. Строительство началось в 1911 году и открылся магазин 3 октября 1913 года. Причем в плане здание Г-образное. Вот этот желтый выступ, в котором сейчас находятся репетиционные залы филармонии, это тоже часть пассажа. И мой многолетний, видимо, бесперспективный разговор о том, что здание нужно соединить две его разбитые, разрезанные в свое время части и отдать полностью зданию целостности. Архитектура, это, конечно, совершенно верно, потому что в 50-е годы появилась химическая коробка, которая у нас там течет кровля и так далее, и так далее. То есть это все явления, конечно, совершенно сохраняют филармонию, половину здания сохраняет музей Западного. Ну, вот если бы, что, потому что вот здесь был один из входов, видимо, здесь разгружали товар. Видимо, здесь. А вообще, если уж говорить об исторической, так сказать, справедливости, конечно, вот этот весь комплекс с памятником вашим предкам где-то, вот я не знаю, где-то на этой территории, это было бы, конечно, совершенно правда. Потому что, ну, пожалуй, кроме вот доски, которая висит возле входа, вклад семьи Яушев, как-то, честно говоря, не очень ярко обозначен Челябинск. Можно в Троицке что-то, так сказать, сделать более. Архитектура в стиле модерн, вообще здание в 10-х годах подлежал главному фасаду. Это даже не да? Здание сохранилось, во-первых, благодаря своему, так сказать, качественному и конструктивному, да, конструктивной составляющей. В начале 20-е годы здесь были курсы стоянковых командиров, в конце 20-х годов в этом еще не было пирамидатора, но здесь было кольцо на площади, потому что здесь было управление, и первая линия пролегала до... Здесь располагалось руководство Челябинтракторстроя. Потом здесь был дворец пионеров, и у нас есть еще художники, которые ходили сюда за студию. Художественная судьба этого здания, конечно, ну мы живем в таких условиях, буквально. О том, что мы храним 17 тысяч единиц, показываем только 3% из-за дефицита площади.
Вот. И, конечно, в какой-то исторической перспективе это освобождение помещений, где у нас сейчас фонды, и нормальная, полноценная реставрация здания, и все-таки его восстановление его целостности. Все-таки. Потому что, собственно, это нормальный, правильный процесс. Ну что, пойдемте внутрь. И то, что было сделано в прошлом году с окнами, оно не было завершено в части международного пространства, способом, ну и наконец-то нам удалось вывести строители, это отдельная история. Почему? Вот первый этаж — это наша вся постоянная экспозиция. Если далеко постоянная экспозиция там 50 залов, у нас сравнивать сложно, конечно, тем не менее. Здесь в первом зале располагается древнерусская экспозиция. Сейчас мы немножко слышим чуть-чуть стены. Вот. И будем останавливать экспозицию, потому что все работают, здесь останавливают экспозицию, на втором этаже делают новую экспозицию, работают на первом этаже. Шишкин, вот опуск колеса Шишкина, дальше еще один Шишкин, как были там, и, собственно, у нас есть как бы вот самого первого ряда. Надеюсь, когда-нибудь мы их будем показывать более достойно. Пойдемте. Идет дело до реставрации, ремонтно-реставрационных работ внутри. Я думаю, что этот вопрос мы будем обсуждать. Но на самом деле никто не знает, есть ли под паркетами, под досками эта плитка, но вроде бы она должна быть. На самом деле, к сожалению, не сохранилось никаких чертежей, строительных планов, архитектурных проектов, ничего не сохранилось. И про самого архитектора информации немного, потому что после Челябинска он работал в Екатеринбурге городским архитектором Федоров, хотя сам по образованию был инженером путей сообщения. Лепнина на потолках, лестница и ограждение лестницы. То есть это может быть часть. Механизм где они находились, сказать не могу, хотя сейчас у нас стоит задача как бы все-таки с этим разобраться, потому что нам нужно делать для инвалидов какое-то устройство подъема на второй этаж. Ну вот небольшие у нас представлены по истории здания. А почему ваша прабабушка решила вернуться в Советскую? Не знаем, мы знаем, что дела в эмиграции плохо пошли с точки зрения бизнеса. Там имело место какой-то там обман, что-то там потеряли. Ну, видимо, так. Ну и возраст, наверное, Малагалиева, ему к тому моменту уже было, сколько ее там? 64, 36, то есть, 20, ну 60. Ну, он был при 60, уже как бы не тот возраст, наверное, когда жизнь с нуля начинать. Хотя был дом в Харбине. Снимали, вроде бы снимали. Бизнеса крупного там не было в Харбине. Было, если что-то и было, то было что-то мелкое, доподлинно мы не знаем это. Ну и да, оказалось, что самое худшее позади в плане гражданской войны. Что в 22 году вернуться. И вот не возвращаться туда. Поселились в Ташкенте люди, там что-то массовое, какое-то мероприятие намечается по их встрече в километрах до Ташкента.
им пришлось пешком идти до станции, чтобы не было вот этой сцены, значит, торжественной для советской власти людей. Что-то смелое решение, 21 год возвращаться в страну. Здесь, в принципе, все написано, что 3 отделения открывается, что можно купить. Галантерейное отделение, купить тут портсигары, и духи, и ароматы, и кого, ну, в общем, конечно. Фотография, вот она. Да. Я думаю, что у вас, конечно же, где-то есть и в архивах это, ну вот в память о сегодняшней встрече. Хорошо. Вы дарите. Мы дарим вам. Спасибо. Спасибо. И вот здесь вот на этом аттике должна появиться надпись. То есть она еще не появилась. Но братья Яушевы — это тоже момент принципиальный, который мне очень хочется, чтобы он был реализован. Ну, это просто мечта, конечно. Вот именно вот это это. будет реализовано. Над этим мы в этом году начали уже работать. И наш известный как-то блогер, сказать, да? Челябинский Спасибо. урбанист. Вот. Он этим как раз таки занимается, молодой парень, и мы его поддерживаем. То есть он даже нашел, ну, как бы вот уже в рисунках, да, то есть вот эту надпись сейчас делает только кто вот именно исторически правильно ее изготовил. Ну, какая-то выпуклая была, судя по всему. Она объемная, это Объемная, да. накладные буквы, да. Ну и возникла проблема с глазурованной плиткой, которая покрывает фасад, потому что никто не может изготовить. Строители уже несколько раз привозили плитку, так, показывали, мы говорили нет, они уезжали, уходили. Да, По цвету, по форме, по фактуре, по текстуре, по рисунку, по оттенку. Вот эта плитка, вот эта светлая плитка, она вся родная. И, конечно, есть плитки с утратами, с таким глубоким кракелюром, то есть надо отдельные плитки менять. Опять же, они тоже, так сказать, мы против какого-то тотального там сбивания, то есть сегментарно, конкретно, вот если вам не нравится плиточка, вы нам докажите, что эту плитку надо заменить, и мы будем менять. Это же касается нижнего уровня, на нижнем уровне много новодельной плитки импортного производства, вероятно. Кирпич у нас, который рассуждает свои проблемы. И это элементы рамной работы, и такого европейско-американского здесь уже присутствует. Хотя вот здесь вот, а что касается вообще Александра Дайнек, у нас в оперном театре, который рядом с нами находится, плафоны выполнены по эскизам Дайнек. А у вас вообще никаких фото, если раньше было нет? Довольно, несколько, вообще, наверное, больше сотни, наверное, 1,5 документов и фотографий доехало до сюда. Поэтому уже это, конечно, большое чудо. Мы все это оцифровали, все это, значительная часть этого войдет в книгу, которая через момент будет издаваться в Казани. Вот, поэтому, да, это сохранено. И мы будем это популяризовывать дальше, чтобы это общее достояние. Вы в Казани уже хотите, что посмотрите, что вдруг хотели, что уже Казани. Книга будет издана в Казани. Это книга, татарская книга издательства. Вот, сейчас вот, да, и я им сразу сказал, что Челябинск по максимуму, потому что здесь людям максимально интересно. Начало осени. Начало сентября, мы пишем. Очень на самом деле для нас очень много. Да, я надеюсь, что там, в зависимости от того, очень рад, что можно было в Челябинске и в Троицке организовать презентацию изданий, когда Вы и есть, это мы получили мою, это очень приятно. очень приятно, да, вероятно. Да, я вот готовлю вам ссылки все на вот откуда что, потому что там же тоже добавилось, и Туркестан добавился, о котором я вот совершенно в шымкентских газетах прочитал, что там есть тоже переписка Яушева и губернатора. То есть есть еще что искать, оказывается. Там действительно очень много эпизодов исторических, которые, они есть пунктиром как-то вот по фактам, вот, Да. вот, то сделали там, тогда.
Но просто, когда ты это читаешь, и когда ты понимаешь, это сразу очень большой простор для того, чтобы вообразить себе вот так, как это было. Потому что очень такие курьезные какие-то немножко ситуации, какие-то интересные, яркие. И вот их вот, у меня нет литературного таланта, у вас он есть, поэтому вот это еще творчески, осмыслить творчески еще это выразить как-то, это вот, да, это тоже вот очень ценная работа, которая тоже добавляет определенных красок к этой истории. Да, потому что все это же надо тоже искать в архивах, искать в газетах. Да, все это снабжать вот контекстом, В принципе, можно и конференцию провести на самом деле. Какой-то формат, вот, чтения. Да. То есть, если бы этот формат появился, то купеческие семьи Челябинска, они как-то, к сожалению, остаются где-то, по ощущениям, за пределами внимания, да, вот, в городе. Появляется новый микрорайон, который почему-то называем, допустим, Ньютон. Это же касается, там, не знаю, мемориальных досок, монументов, обелисков, памятных знаков. Ну, да, конечно, все интересно, но у нас есть очень интересный материал. это если ты там живешь в городе, вот это здание, вот это улица, что они делали. Для меня было большим тоже большим сдвигом в мироощущении каком-то, когда вот по мере того, как я продвигался в исследовании истории Яушева тоже. То есть у нас были вначале просто был набор документов, был набор фотографий, были какие-то устные воспоминания, но устные воспоминания были бытового характера, потому что это были воспоминания дочерей Мулагали Яушева, которые уехали из Троицка в то время, когда самый старший из них был 14 лет. То есть они явно не могли рассказать о каких-то там его деятельности, о деловых каких-то там вещах. Нет, они просто вот у них были какие-то такие яркие детские впечатления. Вот дом с зимним садом, где, значит, росли растения, или там куклу подарил, папин, значит, деловой партнер подарил куклу в человеческий рост, и они с этой куклой поехали в Карловы Вары, и там в гостинице их сначала не захотели заселять, потому что приняли эту куклу за еще одного ребенка, которого не было в заявке. Вот такие у них воспоминания были, но на них истории не построишь. Когда уже больше я продвигался по изучению истории, когда вот восстановили, там, по крайней мере, историю до начала 19 века, потом глубже пошли, до времен Казанского ханства, еще глубже, уже совершенно по-другому смотришь на историю, там, историю страны, потому что ты понимаешь, что вот такой-то вот такие-то события, и у тебя сразу, а вот мой предок в это время был там-то и делал то-то. И это очень такое ощущение мощное, что уже ты читаешь историю, и ты не воспринимаешь это как какие-то легенды, как что-то там, что в школе там рассказывали, заставляли учить, а ты воспринимаешь это как часть собственной истории, как себя ощущаешь частью этой истории, частью страны, народа. Ну, у вас сейчас сколько? Князь Яуш, который стал начальником фамилии Яушев, и он упоминается в летописи князем, они командовали казанскими силами, которые были за пределами Казани и пытались... Гуманитарная деятельность и просветительская деятельность, что у нас была... Ну, тут тоже философский такой есть момент, грустный немножко, но такой, который, в принципе, и на сегодняшний день тоже можно... Бизнеса и состояние Яушевского его не осталось. Оно в 20-е годы в Москве. Но Яушевы, они остались в истории благодаря тому, что бизнес, то есть вкладывались в образование, в духовную сферу, в просвещение в широком смысле, там, поддерживая издания, периодических изданий. Первый журнал на казахском языке они спонсировали. И благодаря этому они остались в истории, благодаря тому, что они хорошо относились к своим сотрудникам. Им эти сотрудники потом помогали в трудные годы. И вот бизнеса не осталось, состояния не осталось, а память осталась благодаря тому, что они действительно создавали то, что... Они вкладывались в то, что вечно. И этим вечным оказалось просвещение, помощь людям, помощь обществу. Это такой,
радикальный, конечно, пример, печальный пример, но тоже философский урок, который можно извлечь из их истории. Станислав Олегович, вопрос о ремонте, о реставрации. Вот вы сказали, что исповедуете принцип бережного отношения к оригиналу, к тому, что было. Насколько это удается и почему следуете этому принципу? Ну, это очень просто. Нужно сохранять историческую память, и все, что было сделано трудом, руками и талантом наших предков, нужно постараться сохранять. Будь то дверная ручка, кирпич или какие-то другие элементы интерьера. Собственно, это заповедь реставрации и произведений искусства, и памятников архитектуры максимально постараться сохранить историческое. Тем более, что строили 100 лет назад, ну, если говорить о купцах Яушевых, хорошо. Судя по всему, заказчики очень внимательно и тщательно следили за ходом выполнения работ. Мы видим, что здание в прекрасном состоянии. И начавшийся капитальный ремонт и реставрационные работы постараются вернуть его первоначальный облик. Мы попытаемся восстановить облик здания, который был задуман архитектором Федоровым и который был воплощен к 1913 году, к моменту открытия этого здания, как пассажа торгового дома братьев Яушевых. Когда челябинцы увидят итог ваших стараний? Ну, вы понимаете, что этот год для нас всех сложный, и мы сейчас готовимся к разработке проекта по капитальному ремонту и реставрации интерьеров здания. Это очень сложный процесс, и нам предстоит решить очень много вопросов. Нужно проработать все мельчайшие детали по восстановлению первоначального облика здания. Вот, поэтому я надеюсь, что года через 2, достаточно сложно загадывать, вообще реставрация и разработка проектной документации на памятниках культуры – это процесс долгий. Он связан не только с чертежами и схемами, но и со сложной процедурой согласования этих проектов. И, конечно, мы надеемся, что появится подрядная организация, которая знает, что такое реставрация. Потому что не секрет, что за реставрационные работы иногда берутся фирмы, которые далеки вообще от понимания задач научной реставрации. Вот. Мне очень хочется, чтобы здание заблистало в своем первоначальном облике, потому что 100 лет назад это было самое большое, самое красивое и самое технически оснащенное здание города Челябинска. Оно и сейчас с архитектурной точки зрения является, на мой взгляд, жемчужиной нашего города. Все, спасибо огромное. Лена Рафиковна, расскажите сначала, с чего началась история вашего знакомства, потому что во многом Александр Викторович оказался здесь, в том числе и благодаря вам. Некоторое время назад на почту Конгресса татар Челябинской области он написал письмо, где рассказал о себе, рассказал, что он является прямым потомком купцов Яушевых, и высказал намерение приехать в Челябинск, в Троицк, чтобы познакомиться с исторической памятью, ну и, конечно же, с теми местами, которые непосредственно связаны с купцами. Вот. И прошло некоторое время, и вот он здесь, 2 дня он пробыл в Троицке, где тоже ходил по самым памятным местам, знакомился с историей, рассказывал очень много сам о том, что хранит его семья в памяти. То есть это было такие 2 исторических, я думаю, памятных дня, когда мы друг друга обогащали и знаниями, и архивными историческими справками, документами, которыми он владеет. И вот сегодня он здесь, в картинной галерее, это пассаж купца Яушевых. Я считаю, что сохранился он достаточно хорошо, мало что переделано с тех времен.
И вот то ощущение, о котором мы сегодня все говорим, что стоя здесь, на этом паркете, среди этих стен, мы как будто бы проносимся несколько столетий назад и пытаемся на себе примерить то время, какими были люди, о чем они думали, о чем мечтали, чем занимались, что чувствовали, что их волновало. Это, конечно, я думаю, что это такой очень, наверное, замечательный момент, и тем более потомок купца Яушевых, можно сказать, в своих законных владениях. Начало нашей дружбы положено, и я думаю, что она принесет очень много плодов. Вот сегодня мы говорили вместе и со Станиславом Олеговичем, и с Александром Викторовичем о том, что было бы здорово основать яушевские чтения, научные конференции, и, конечно же, привлечь к этой работе наших студентов, тем более, что исторических вузов, исторических факультетов в городе достаточно. И, конечно же, было бы здорово, чтобы студенты занялись именно нашей историей. Не той, которая где-то далеко, за пределами нашего города, а та, которая проходила и проходит на наших глазах сегодня. Поэтому мы, конечно, благодарим Александра Викторовича, что он приехал, нашел время, рассказал нам очень много интересного. И я думаю, что наши контакты, наше взаимодействие продолжится, и через какое-то время мы обязательно встретимся на каком-то историческом замечательном событии. Александр, ну расскажите, в принципе, о ваших впечатлениях от вояжа, с того, что посетили эти исторические, да, я так понимаю, важные для вас места. Впечатление, на самом деле, трудно описать словами, поскольку это все для нас очень важные места, это все места, память о которых у нас в семье жила больше 100 лет. Я приехал сюда впервые, и впервые за многие десятилетия кто-то из семьи нашей здесь тоже находится сейчас. Я очень рад. Я очень рад, что оказался здесь, что прикоснулся к истории моих предков. Я очень рад, что за этой историей здесь очень хорошо следят. Очень много людей есть, которые здесь с большим энтузиазмом относятся к сохранению этого исторического наследия. Это очень меня греет душу. Я надеюсь, что так будет и дальше, что будет наследие это жить, служить людям, и что действительно челябинцы, троичане, что они будут этим дорожить и будут извлекать из этого для себя вдохновение и светлые чувства. Ну вот вы рассказывали, да, о книге, которая находится у вас в разработке. В принципе, эта поездка какой-то буст для нее дала, какие-то новые мысли, идеи. Книга уже написана, уже книга готовится непосредственно к изданию. Вот. Я ожидаю, что она в ближайшее время уже увидит свет. Но, конечно же, новые данные, новые детали, новые какие-то подробности появились. Много появилось наметок по части направлений дальнейшего исследования. Я изначально думал, что книге понадобится второе издание, но сейчас я вижу, что действительно, да, будет что туда добавить, будет чем еще дополнить эту историю. Ну, как в дальнейшем собираетесь ли сотрудничать с Челябинском, с Троицком, еще раз сюда приехать? Безусловно, я надеюсь, что сюда еще неоднократно приеду. В принципе, меня сюда семья направила в качестве первопроходца, чтобы я посмотрел воочию и изучил. И всем очень интересно, все очень тоже хотят приехать посмотреть. Я надеюсь, что удастся организовать презентацию книги, когда она выйдет. И надеюсь, что дальше будем сотрудничать, в первую очередь, с местным сообществом историков и краеведов для того, чтобы изучать местную историю, популяризовать ее на общее благо. Какое-то материальное наследие, семейные реликвии существуют, которые, например, ваши предки привезли из Южного Урала, которая там прошла Харбин и до сих пор осталась с вами? Да, осталось ощутимое количество каких-то вот бытовых предметов.
которые проделали путь еще из Троицка, и практически обогнули половину континента, из Троицка на Дальний Восток, в Японию, потом Узбекистан, потом Москва. Я привез в Троицкий краеведческий музей пару таких вещей в этот раз, вышитых монахинями троицкими. Таким образом, эти вещи вот они сделали полный круг и возвратились к себе на родину, и местные жители смогут и еще на примере двух экспонатов посмотреть, какие были ремесла в городе, что производилось в этом городе. У нас еще остаются вещи, я надеюсь, мы постепенно будем их тоже передавать в музейные коллекции здесь, чтобы люди тоже могли знакомиться со своей историей, потому что это как наша история, так и история этого региона. А кем вы работаете? Чем занимаетесь в свободное от изучения семейной истории время? Свободного времени не так много. Я работаю в сфере связи с общественностью и связи с инвесторами на таком в международном контексте. Я международник по характеру своего образования, работы, в принципе, и моей биографии. Вот, частично это тоже, наверное, как-то перекликается с тем, чем я уж вы занимались, поскольку они были международниками всю свою историю и посредниками между различными странами. Вот это что-то, что меня тоже вдохновляет и вдохновляло в моей профессиональной деятельности. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. На обложке этих конфет, да, Станислав Владимирович, будет и наш пассаж Яуши. Конфет, потому что, в принципе, это тоже в традиции казак Кличков или генерал Скопелев. Почему бы не сделать вот такой комплекс «Семья Яушин»? Помимо того, что... Мы просто восхищены вашим трудом. Хочет приехать человек. А тот до такой степени глубинные познания уже до того уже окунулся. Кстати, лестничный пролет. Южноуральск. А ее уже нет? Она уже исчезла?